Привет, друзья! Вы на канале Валитов ТВ, и с вами я, Тимур Валитов. Вроде бы республика только пришла в спокойное состояние, и вот сегодня снова наше Зауралье активно обсуждается в информационном поле. Так что же происходит? Рядом с окрестностями заброшенного когда-то населенного пункта Салават-Совхоз в Абзелилском районе республики снова заговорили о геологоразведке месторождения медных руд и возможном по его итогам строительства ГОКа. Любая новая промышленная инициатива справедливо вызывает обеспокоенность местных жителей об экологической безопасности и сохранении природы. Об этом и заявили абзелиловцы на нескольких встречах, которые провел недропользователь. Их можно понять, потому что строительство крупного промышленного производства на территории, где его никогда не было, всегда вызывает опасения и споры. Во всем мире так, и мы ничем не отличаемся. В информационном же поле мы наблюдаем некое противостояние. С одной стороны, мы видим, как недропользователь пытается показать, насколько проект безопасен, размещая публикации в средствах массовой информации, также используя известных блогеров. Населению был представлен видеофильм от защитника Куштау Исхака Фархудинова. Популярный блогер Раис Габидов подробно рассказал в своем видео о производстве меди, а другой не менее известный блогер Ильгамыч поведал об условиях труда на предприятиях медной компании. Ну и вишенкой на торте был спецрепортаж от башкирской домохозяйки в деревне Бурангулово, который наделал много шума и получил неоднозначные оценки от ее аудитории. Также я бы хотел отметить участие в экологических проектах ООО «Салаватская» на территории Абзелиловского района двукратного чемпиона мира по боевому самбо, чемпиона Евразии по панкратиону, чемпиона мира по панкратиону, чемпиона Европы по универсальному бою Венера Галиева. Мы помним его как одного из активных защитников Куштау, и его появление на другой стороне Башкортостана в поддержку инвестпроекта вызвало настоящее удивление у его поклонников в республике. Часть пустилась в проклятие и обвинения в предательстве в его сторону, а другие начали его оправдывать, мол, его заставили, при этом сами аскаровцы были по-настоящему рады встрече с чемпионом. Это была одна сторона данной темы. С другой стороны, мы также видим большую активность различных информационных акторов, в том числе и из-за рубежа. Предлагаю ознакомиться, друзья. Первым делом я хочу вам представить зажиточного магнитогорского бизнесмена Ильдара Хабирова. Ильдар Хабиров имеет несколько фирм. По данным сайта Profile, эти фирмы в 2024 году принесли ему выручку в размере 227 миллионов рублей. Компания занимается операциями с недвижимостью, возможно, что и в курортной зоне Абзелиловского района. Супруга бизнесмена владеет рядом коммерческих предприятий, является руководителем и учредителем нескольких средств массовой информации, вещающих в городе Магнитогорск и рекламной фирмой, которые принадлежат рекламной поверхности в Челябинской области. Бизнесмен начал активно набирать сторонников против возможного строительства ГОКа в районе через размещение недостоверной информации в Телеграме о горнодобывающем проекте. Сейчас все эти сообщения удалены. По нашим сведениям, Ильдар получил предостережение от правоохранительных органов, но это ему не помешало дальше пытаться создавать информационные поводы для дальнейшей эскалации общественного резонанса вокруг темы разработки медного месторождения. Так он предлагал найти блогеров и убеждал своих сторонников искать выходы на средства массовой информации. Странно, да? Для человека, у которого супруга является директором нескольких ООО в сфере радио и телевещания, рекламных агентств и имеет доступ к аудитории в сотни тысяч людей в нескольких регионах России. Он же все это может сделать через ресурсы жены. Но он намеренно подталкивает жителей Башкортостана обращаться в местные средства массовой информации, видимо, чтобы создать ощущение именно народного бурления. Также стоит отметить, что бизнесмен активно предлагал задействовать в процессе участников специальной военной операции. Я говорю о съемке разошедшегося в экстремистских и украинских пабликах ролика с участниками специальной военной операции, выступающих против строительства ГОКа. Мы, жители Абзелилского района Республики Башкортостан, в данный момент находимся в зоне специальной военной операции и с честью выполняем свой воинский долг. В нашем районе, на истоке двух рек, Большой и Малый Кизил, уже который год не прекращаются попытки разработки медного карьера. Добывающая организация «Русская медная компания РМК» в данный момент пытается зайти ООО «Салаватская».
Если это произойдет, наш район ожидает экологическая катастрофа. Впрочем, ребята военнослужащие, вскоре осознав свою ошибку, записали новое видео с опровержением своих слов и обвинениями к неназванным инициаторам, которые убедили их в благих намерениях. И жители Башкортостана, а также Абджилиловского района приносят свои извинения за ранее снятое видео о проблеме в Абджилиловском районе. Мы, жители других районов, помогли своему товарищу заснять это видео. Уважаемые жители Республики Башкортостан и жители Абджилиловского района, недавно мы записывали видео обращение по поводу горы Кыртытау. Мне прислали текст с обращением и ввели в заблуждение. Я смотрел это видео и убедился, что в корыстных смыслах используют наш ролик. В этом ролике нас использовали в темную для размещения других телеграм-каналов, для разжигания, разделения людей, народа Башкирии. Мы, военнослужащие, которые находимся на СВО, осознали, и мы достойно выполним свои ставленные задачи и вернемся с победой домой. На этом Ильдар Хабиров не останавливается. Недавно он вновь пытался привлечь на сход участников специальной военной операции и при этом цинично говорил им, что сам не будет присутствовать на данном сходе. Друзья, предлагаю послушать данное аудио. Короче, надо там быть кратким и очень лаконичным. Ну вот смотри, видишь, написано. Уважаемый народ, представители Агайзара, Пайдар, сегодня мы, ваши воины, стоим перед вами не просто так. Вы все прекрасно понимаете, насколько мы любим Родину. Посмотрите, она написана на наших телах. Мы готовы дальше отстаивать интересы нашей Родины. Там на СВО еще 1000 ребят, и когда они придут домой, они с нас спросят, где мы были, почему молчали. Вот именно поэтому хотим высказать свое мнение, а также огласить список вопросов, набранных среди народа. Короче, тебе надо завтра сказать так, если дадут слово. Потому что там, скорее всего, могут не пускать, конечно, будут только бурангуловские. Но надо, чтобы они увидели количество народа, которое приехало. А, кстати, это могут быть провокации. А СВОшники есть твои кореша здесь тут? Есть. Завтра презентация, они будут РМКшники презентовать проект. В клубе. Сбор клуба Бурангулова. Надо, чтобы там жители, кто-то за там есть, там все. Ну, завтра все будет видно. Вот, и городские должны приехать, там все завтра как бы, ну, надо, чтобы баймакские приедут. Я не поеду, знаешь почему? Мне же приемку готовят. Мне же готовятся принять. Я уже, блядь, минимизировался, ушел с администратора, значит, мне позвонили. А они, если меня увидят, они могут просто меня не закрыть, а там мозги увести в отдел, что-нибудь такое, понимаешь? Текст я тебе высылаю. Возьми начало и конец. Что мы готовы отстаивать и здесь, как бы, свою землю. Завтра сможешь сказать, да? Пожалуйста, прямо очень надо. Да. Я со своей стороны для тебя все сделаю. Вас трогать не буду. 3 числа будет сход в Амангельдах. Между Казмашево и Амангельдами. Поле. Будет сход. По поводу этой хуйни. Пацанам скажи, пусть подъедут. Прям вот всем СВОшникам, пускай вся 1000 приедет туда. Ну а чё, блядь? Почему нет? По форме. И завтра тоже по форме будет. Эту тему активно подхватил наш второй деятель, давно обосновавшийся в Литве, сотрудничающий с ВСУ экстремист и инагент Руслан Габасов. Активно обличая в предательстве наших воинов, он подспудно призвал жителей Зауралья выступить против возможного строительства ГОКа, прикрываясь националистическими лозунгами. Да, возможно, те, кто подавал на сход, будут штрафовать. Возможно, будут заводиться какие-то дела административные, уголовные навряд ли, административные, скорее всего. Да, кто-то должен жертвовать. Без этого никак. Фаиль Алсынов очень часто подвергался штрафам. Многие жители в Ишимбайском районе подвергались штрафам защиты Куштау. Другие в Баймакском районе, мы знаем, да, в Тимясово, в Ишмурзино судили людей, кто организовывал сходы. Да, кто-то должен нести ответственность. Да, кто-то будет страдать. Друзья, обратите внимание, вновь повторяющаяся сцена. Во время баймакских событий этот предатель также подталкивал из-за рубежа наших зауральских парней. Они поверили ему, и в итоге более 80 сломанных судеб. И никакой помощи от него семьям задержанных. Также, наверное, помните несовершеннолетних парней из Бурзянского района, которые поверили ему, сожгли флаг и предсказуемо оказались за решеткой. За что вас сейчас задержали? Что на стенах рисовали, флаг сожгли. Мне 17 лет. Мы с другом нашли подработку в интернете, в телеграм-канале
через него, так скажем, сожгли флаг Российской империи, так скажем, и на стенах написали нехорошие, так скажем, слова. Вот. Я такого никому не призываю. Это глупости, так скажем. И если вам будут писать по таким темам, то просто наотрез отказывайтесь. И я очень каюсь в своих действиях, то, что я поступил неправильно. Сидя в Литве, конечно, комфортно призывать людей на протестные акции и говорить, что будут штрафы и кто-то сядет в тюрьму. Вот только ради чего? Ради цели инагента и экстремиста Габасова, который радуется смертям наших парней, башкирских парней на СВО. А нужно это ему для того, чтобы отчитаться этим переполохом перед своими западными хозяевами, получить очередной паек и гарантии, что не выгонят из Литвы за непригодность. Третий же персонаж, тоже известный журналист, проживающий в Германии, Руслан Валиев, напротив, не стал скрывать истинных мотивов и вполне прямо и цинично заявил, что не хочет, чтобы Россия укрепляла свою мощь за счет новых месторождений. И посетовал, что новое производство может полностью сделать из озлобленных на режим зауральцев вполне лояльных граждан. На сегодняшний день любые инициативы, которые позволяют создавать дополнительный доход для режима в Кремле, на мой взгляд, вредны. Потому что тем самым укрепляют режим в Кремле и продлевают его жизнь. Как бы это цинично и ужасно не звучало, на мой взгляд, очень выстраданный взгляд. На сегодняшний день создание новых 30 тысяч, как они говорят, рабочих мест только в округе приведет к тому, что из обозленных и обиженных на режим жителей Зауралья они сделают лояльных к режиму людей. Откровенно, да? И очень цинично. Кстати, Руслан Валиев и его ресурс «Аспекты Башкортостана» также активно принимали информационное участие в подогревании населения во время баймакских событий. И также он не оказывал никакой помощи семьям задержанных. Сейчас к информационному освещению ситуации вокруг вопроса строительства ГОКа в Абзелиловском районе подключилась всем известная «Желтая газета», контентом которого является исключительная дискредитация власти в республике. Обратите внимание, друзья, одни и те же провокаторы модерируют, используя одни и те же инструменты и одну и ту же риторику. Тут мы с вами отчетливо наблюдаем сценарий баймакских событий. И последний персонаж сегодняшнего нашего выпуска – участник навальнистских акций Урал Байбулатов. Наверное, помните его, как он обещал сотрудникам полиции погасить все кредиты. Мы вам спишем кредиты, спишем ипотеку. И как вы в глаза нам можете после этого смотреть? Спишем всех! Перед записью этого выпуска я несколько раз пытался встретиться с ним, взять интервью по данной теме. Он ссылался, что болеет, но при этом я узнал, что в то же время он ездил на территории Томинского ГОКа и снимал видео. Понятно, что человек, наверное, не болел, а водил за нос. Урал, используя навыки своей прошлой работы и артистизм, начал рассказывать о том, что если в Абзелиловском районе построят карьер, то это поставит район на край бездны. В своем видео с медным тазом он заявляет следующее. Первое. Геология Кракатау отличается от Томинского ГОКа, и их нельзя сравнивать. Хорошо. Я решил обратиться с этим вопросом к профессионалу. Давайте посмотрим. Отличается рельеф. На Салаватской площади это гористый рельеф, на Томинском ГОКе это равнины. С точки зрения разработки удобнее горный рельеф, потому что меньше объем скрышных пород, удаляя в карьеры, меньше выводится земель лесного или сельскохозяйственного оборота, и, в принципе, меньше нагрузка на окружающий дуб, поскольку более высокое превышение над урезом ближайшей речки, меньше идет вовлечение в оборот грунтовых вод. И второе отличие. Томинский ГОК гораздо крупнее месторождение Томинского ГОКа гораздо более крупное. То есть там вмешательство более масштабное. Здесь запасы поскромнее, хотя тоже неплохие, это 1 000 000 тонн меди. Состав руды, минеральный состав абсолютно такой же. То есть принципиального отличия Томинской руды и Салаватской руды нет никакой. Содержание меди такое же, минеральный состав точно такой же.
Преимущество этого типа руды в том, что это обычные магматические породы, в которых часть магматических минералов замещена минералом меди. И после того, как эти медные минералы извлекаются, товарный концентрат, остается только магматическая порода, неотличимая от таковых, слагающих хребты Уральских гор. В своем втором заявлении Урал говорит, что хребет является источником водоснабжения для населения численностью 440 тысяч человек. Это жители Абзелиловского района и города Магнитогорск. И то, что добыча может принести ущерб водным ресурсам. Тут я также решил обратиться к человеку, который разбирается в этой сфере. Недропользователь больше всех заинтересован в наименьшем воздействии на окружающую среду. Вода нужна ему как ценный ресурс, природный ресурс. Она участвует в технологическом обороте, она участвует в пылеподавлении дорог на карьере. Поэтому, грубо говоря, ни одно ведро воды в их интересах, чтобы оно не пропало, не ушло куда-то в сторону. Это предусматривается комплекс водозащитных сооружений. И поскольку полнота извлечения сульфидов почти 100%, в итоге останется только тонкозернистый песочек вот этих пустых пород, который можно использовать на отсыпку дорог, на штукатурку, куда угодно, он безвреден. То есть, конечно, будет вырублен лес, но по правилам компании, вообще законодательства, срубил дерево, посади два. Компания, насколько я знаю, обязуется, и она выполняет это везде, где она работает, от Хабаровска до Урала, неукоснительно. Владимир Николаевич, кизил на башкирском это получается кызыл. Это от слова красное. Да. Может ли это произойти из-за того, что вода приобретала определенный красный окрас в связи с тем, что... У меня есть такие догадки. Я всегда интересовался местной топонимикой. Она дает нам, геологам, иногда ценные подсказки. Ага. Алтынтаж, золотой камень, да, Актаж, белый камень, известняк и так далее. Там Кургаш, свинец. В общем, всегда мы имеем какие-то подсказки. Скорее всего, такие, поскольку медные руды, выходя на поверхность, окисляются и образуют так называемый бурый железняк. То есть окисленные железосодержащие породы. Наверное, была и подкраска, и вот этой горы, даже не наверное, точно она есть. И наверняка в этом районе, под месторождением, там был 25 лет назад, может, немного подзабыл, мне казалось, что там вода действительно немножко красновата. То есть сама природа это сделала. Это не горняки, это еще 25 лет назад это наблюдал. Идет подкраска соединения железа, соединения меди, и избавиться это может только очистив этот горный массив от родных элементов. Третье заявление Урала. В 1962 году в лесах могли быть захоронены ядерные отходы. Необходима радиологическая экспертиза. Друзья, это очень серьезная тема, и поэтому здесь также я предлагаю вам всем послушать специалистов. Добавок по поводу радиации. Хочу сказать, что у нас уже в свое время были обращения от жителей с просьбой проверить на некоторых территориях возможность наличия уже существующего радиационного фона. И наши сотрудники выезжали на место с специальным оборудованием, проверили, и эти все приборы показали то, что повышенного радиационного фона нет. И могу сказать, что у нас в Республике Башкортостан есть целые службы и специалисты, которые могут постоянно эту ситуацию контролировать. Это касается и управления Роспотребнадзора, то, что касается целого воздействия человека. В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям у нас есть соответствующие эксперты. Поэтому мы, в принципе, в любом месте, если какие-то вопросы возникают, то выезжаем, контролируем, мы всегда знаем, что какие-то в зоне чрезвычайных ситуаций, так далее, мы всегда абсолютно открыты с населением, каждый может зайти, посмотреть, как происходит оборот того или иного вещества, и посмотреть результаты. Поэтому, если у вас какие-то вещи беспокоят, мы всегда готовы что-то дополнительно померить и всегда сами делаем. Более того, участники протестного чата, идя на поводу вброса о радиации, в поисках этой самой радиации сами направились в лес с приборами. Каково же было их разочарование, когда максимум, что они обнаружили в местных лесах, это 0,13 микрозиверт в час. Как показало непосредственное изучение местности с жителями, которые, как они говорят, помнят, где раньше висели знаки радиационной опасности, аномального повышения фона не обнаружено. Предлагаю посмотреть видео, друзья. В Уфе 0,15, 0,16. А здесь?
0,08 максимальное было, 0,04. Тревожные слухи развеяны. Встреча представителя Госкомитета по ЧС с жителями села Бурангулово не прошла даром. У местных были опасения насчет радиационных захоронений на Словацком участке. Тогда глава ведомства пообещал организовать совместную поездку на место предполагаемых захоронений и слово сдержал. Определенные замеры были произведены. Там, где вы покажете места, где нужно померить, еще раз вместе померяем, посмотрим. Группа специалистов вместе с жителями села тщательно обследовала территорию словацкого участка, и вот результат. Это показатель текущего гамма излучения 0,04, 0,05. Вот она идет. Вот. Что можете как специалист сказать? Это нормально? Естественно, радиационный фон составляет по нормам Санпина 0,2 микрозиверт в час. Естественно, радиационный фон в городах составляет 0,11-0,16 микрозиверт в час. На текущий момент мы наблюдаем по прохождению по местности превышение не обнаружено. Радиация в норме. В Уфе данный показатель в 2, а то и в 3 раза больше, говорят специалисты. Опасения не подтвердились. Можно смело утверждать, что слухи о захороненных здесь отходах – лишь слухи. В четвертом своем заявлении Урал говорит, что вблизи находится забетонированный скотомогильник с сибирской язвой. Территорию следует оставить в покое. Друзья, заявления могут быть разные. И все же давайте также обратимся к человеку, который в этом деле на самом деле является специалистом. По информации ветеринарной станции, в декабре 1959 года на северной части деревни Исхаково, в крайнем доме, был зарегистрирован случай сибирской язвы. Заболела одна голова крупнорогатого скота и одна голова мелкого рогатого скота. В соответствии с действующим на тот момент ветеринарным законодательством, остатки крупного рогатого скота, труп мелкого рогатого скота, овцы, были сожжены. Также по информации от ветеринарной станции были сожжены постройки, в которых содержались животные. Участок был огорожен, была выставлена информационная табличка о том, что на данном участке было сожжение животных, зараженных сибирской язвой. В 2015 году в связи с тем, что данный участок уже находился не на окраине, а в центральной части деревни, и в связи с возможной угрозой разлива реки было принято решение о бетонировании участка. И в 2015 году место сжигания было забетонировано. На сегодняшний день участок огорожен, забетонирован, не является местом захоронения сибирязвенным. В республике полностью отсутствует сибирязвенное захоронение. Является местом сжигания трупов животных, которые были больны сибирской язвой. В следующем своем заявлении Урал утверждает, что отсутствует общение с местным населением. В реальности же мы наблюдаем обратное. Недропользователь активно проводит встречи с местным населением в селах Абзелиловского района, где рассказывает о проекте. Также с местным населением активно встречаются органы государственной власти. Ну и в своем следующем заявлении Урал также говорит, что туризм и агропромышленность используют возобновляемые ресурсы, в отличие от добычи металла, которая угнетает экологию и угрожает здоровью. Предлагаю здесь, друзья, также послушать мнение самого настоящего специалиста в этой области. Нам необходимы те прорывные решения, как развитие промышленности. Даже небольшой рост промышленности обеспечивает развитие смежных отраслей, то есть сельское хозяйство, там, транспортное, туризм и так далее. Поэтому, если мы хотим получить качественный скачок, туризм не обеспечит никоим образом развитие нашей всей экономики. И сельское хозяйство, они только дополняют. То есть вся эта кустарщина, о котором мы говорим, оно обеспечивает какой-то небольшой процент роста. Именно промышленность обеспечивает именно основной рост и перспективы, дороги, энергетику, качество жизни, жилье и так далее. Оно все взаимосвязано. Не будем развивать промышленность, не будем развивать добычу, значит, все останется так, как было в середине 20 века. Ну, понятно, что жилищный фонд стареет, дороги у нас ветшают. То есть мы должны найти, как вам сказать, как градообразующее вот такое предприятие. И это обязательно будет промышленное предприятие. И вот та ситуация, которая складывается, она вот именно вынуждает нас развивать промышленность и в частности добычу.
вот эта промышленность в Абзелиловском районе, насколько она может повредить туризму? Вот это население очень сильно интересует. Вы знаете, вообще, надо сказать, туризм и Абзелиловский район – это очень такая скользкая тема, потому что очень много хороших вот этих туристических фишек, которые расположены именно в Абзелиловском районе. Ну, вы знаете, прекрасно, озера, соленые озера. Туда очень маленький поток идет из соседней области, Республики Башкортостан. То есть эти точки, вот эти вот как раз вот место роста туристической активности необходимо также обустраивать. То есть хорошая дорога, гостиницы и так далее. То есть инфраструктура, опять-таки, откуда мы возьмем денег? Бизнес не так охотно идет. Если мы, еще раз, развиваем промышленность, тащим сюда дороги, обеспечиваем энергетику, обеспечиваем вот как раз это крупное градостроительное предприятие, ну, районостроительное предприятие, мы обеспечим и для туризма определенные преференции. То есть у туризма появится спонсор. Откуда его взять сегодня? Зауралье – это у нас, как вас сказать, бриллиант Республики Башкортостан. Если мы не будем комплексное развитие, о чем говорит глава, как раз комплексное развитие, мы ничего не добьемся. Если мы будем между собой бодаться постоянно, вот, давайте не будем этого делать, и давайте будем вот что-то другое делать, мы получим опять-таки, вот знаете, или нулевые, или даже отрицательные показатели роста. Мы сейчас идем с хорошими показателями роста экономики. И эти показатели мы можем поддерживать только в случае развития промышленности, о которой вот как раз говорили. Ну что же, друзья, факты налицо. Домыслы и фантазии местной Грета Тунберг не соответствуют реальности, что и следовало ожидать. Друзья, мы ознакомились с основными персонажами, но есть и целые группы, которые также очень заинтересованы в бойкоте инвестпроекта в Абзелиловском районе. Это сторонники экстремистской и запрещенной организации «Башкорт». Вы, наверное, все видели, что один из ее участников, Ильяс Байгускаров, проходящий по делу о баймакских событиях, как один из организаторов, совершил одиночный пикет, сидя в камере временного содержания. Также целая организация, известная как ЦИПЦО Украины, паблики и телеграм-каналы, которые активно продвигают мифы о катастрофичности проекта. То есть это все те же люди и группы, которые способствовали баймакской трагедии и сейчас, видимо, хотят ее повторения. Почему я говорю именно о повторении этой трагедии? А вы, друзья, посмотрите вот это видео. Послушайте, вот тишина. Кто-то один выходит, говорит: уважаемый Владимир Владимирович, мы слезно просим спасти нашу природу. Мы против волка. Нет, нужны местные. Нам надо уходить быстрее. Что мы только что увидели? А то, как некая группа людей проводит инструктаж для местных жителей Абзелиловского района на тему правильной организации протеста против ГОКа. Обратите внимание, как только одна из них замечает, что идет видеосъемка, начинается крик: «Нам быстрее надо уходить». Помните, я сказал, что провокаторы ввели в заблуждение военнослужащих специальной военной операции и заставили их обманом записать видео. Так вот, это одни и те же люди. Из всего этого напрашивается только один вывод. Враги государства из-за рубежа нашли контакт с внутренними врагами государства. Псевдоактивисты Ильдар Хабиров, Урал Байбулатов и администраторы нескольких чатов в связке с Русланом Валиевым и иноагентом Русланом Габбасовым фактически уже подготовили благодатную почву для новой трагедии. Уже в Абзелиловском районе осталось только бросить спичку. При этом они прекрасно понимают, что за преступления, на которые они призывают народ, будут, соответственно, уголовные дела, судебные процессы и сроки. Но судить будут вновь простых ребят, потому что самих организаторов снова не окажется на месте. Я не поеду, знаешь почему? Мне же приемку готовят. Мне же готовятся принять. Я уже, минимизировался, ушел с администратора, значит, мне позвонили. Я также нахожусь в чатах по данной проблематике. Там же находятся эти персонажи. И меня очень сильно удивляет то, что администраторы этих пабликов позволяют всяким сумасшедшим деятелям и националистам оставлять поистине вредоносные сообщения для населения со странными призывами совершить те или иные преступные действия. Друзья,
Предлагаю отвлечься от вышеуказанных персонажей и трезво взглянуть на то, что сейчас происходит в республике, стране и мире. Наша страна сейчас фактически воюющая страна. Мы противостоим целому блоку НАТО. Хоть власти прилагают большое количество усилий, чтобы мы в тылу не чувствовали тягот войны и жили обычной мирной жизнью, наша армия и промышленность сейчас работают очень напряженно. И такие промышленные инициативы, которые сейчас пытаются реализовать в том числе и в Абзелиловском районе, это ход большой стратегии, которая включает укрепление технологического и национального суверенитета страны. И понятно почему. Это невыгодно нашим врагам и внутренним, и внешним. Многие задаются вопросом, а действительно ли стране нужна медь? В этих условиях я приведу простой пример. Что позволяет сегодня нашей армии продвигаться вперед и снижать потери? Все мы знаем, что это высокоточное оружие, беспилотные летательные аппараты, различные дроны, которые сегодня массово производит наша страна, в том числе и в Уфе, самолеты, вертолеты, которым тоже имеет касание наша республика, средства связи, вся техника, которая комплектуется электроникой. Да что говорить, даже для снарядов артиллерии нужна медь. Поэтому нужно отчетливо понимать значение этого металла во вкладе в нашу победу. И здесь мы прекрасно понимаем мотивацию внешних и внутренних врагов страны, которые желают нам поражения. Я не берусь судить и говорить, что я за или против строительства ГОКа, но сегодня постарался взглянуть на ситуацию со стороны и погрузиться в происходящее. Из всего этого, друзья, предлагаю делать исключительно критичные выводы. А команда проекта Валитов ТВ будет следить за развитием данной ситуации и будет на связи с вами. Хайрли Саратта.